Сегодня у нас 30 мая, на часах 5:30. Мы вышли из дома и сейчас направляемся в одно место. Зачем, что, с кем, я вам все расскажу чуть позже. Я живу на Пешпеке, мне сейчас нужно бежать на стадион «Спартак». Для этого у меня есть полчаса. Туда будет где-то 5 километров, так что по 6 минут на километр. Довольно комфортный темп для того, чтобы не устать. Так что погнали. Что ж, связь установлена? Алло. Парк Горького почти закончили. Стадион открыт. Отлично. Стадион открывается в 6 утра, и все любители бега могут прийти. Давайте посмотрим, кто у нас вообще бегает по утрам. В общем, друзья, я говорил, зачем мы сюда пришли. Пришли мы вот, соблюдаем требования штаба и Минздрава. Не опоздали? Я опоздал чуть-чуть, да? Нет, все вовремя. Все хорошо. Как ваши дела, Анатольевич? Отлично. В общем, сегодня мы пришли сюда не просто побегать, сегодня мы пришли побегать с директором госагентства по физкультуре и спорту Канат Марчем Алкулом. Он сам в прошлом бегун, все вы знаете, президент Федерации легкой атлетики, много что знает, много что может рассказать. Поговорим мы о насущных проблемах кыргызского спорта, о переносе Олимпиады, вообще как это на нас отразилось. Ну и, конечно, в принципе, поговорим о любительских стартах. Для этого мы сюда и пришли, все ждем, открыли стадион. В общем, Канат Маратович, доброе утро. Доброе утро. Как ваши дела, как настрой? Все отлично. Вообще легко ли встается вам так рано? Без проблем. Привыкли, да? Это обычный рабочий день. Будем соблюдать. А насколько часто вы практикуете вообще такие утренние, ну и в принципе длинные, насколько я понимаю, вы длинный забег у вас был тогда, да? У меня ежедневный, в 6 часов встаю, в 6:30 у меня кросс в течение часа. Один раз в неделю это обязательно в горах. Кроссовую подготовку в неделю 6 раз занимаюсь. Вы не планируете к чему-то подготовиться? Я в этом году планирую осенью пробежать полный марафон, давно не бегал. Планируем шоссовский марафон провести все-таки осенью при благоприятных условиях. Где-то предварительно договариваемся 5 сентября. Все-таки это марафон под патронажем лидеров государств стран ШОС. У нас есть договоренность с китайскими компаниями. В прошлом году я был в Китае. И хотим, тем более трасса сертифицирована. В этом году вошла в рейтинг ИАФ, World Athletics, Всемирная организация легкой атлетики. И мы хотим постепенно совместно с китайцами поднять его до бронзовой лиги. Вероятность достаточно большая, да, что будет этот марафон осенью? Ну, на сегодня предполагаем, согласно данным, где-то с августа месяца начнется международный турнир по легкой атлетике. Вероятность проведения, я думаю, большая. Многим тоже будет интересно, ведь на 12, если не ошибаюсь, сентября был тоже один марафон запланирован на Исыкуле. Да, это... Как сейчас будет с такими, будете разговаривать, переносить? Конечно, 2 недели, через неделю проводить марафон тоже нецелесообразно. Сейчас организаторы марафона, 2 марафонов я приглашу, мы будем договариваться, в какой очередности. Почему без нагрузки, но все-таки это тяжелые дистанции, начиная от 10 километров и заканчивая 42, чтобы между ними срок сделать как минимум 2 недели, чтобы люди отдохнули и восстановились, чтобы это не было той тенденции провести ради того, чтобы провести. То есть все-таки второй тоже будет? Да, я надеюсь, что мы договоримся. У нас еще есть идея провести горный полумарафон все-таки в ближайшее время, все-таки в горах, в условиях горного воздуха, гипоксии. Я думаю, ковид какой... Карабулак, да? Да, ковид какой-либо препятствий для этого не окажет. Планируете ли вы с этими, у нас не так много организаторов забега, 3, да, по-моему, крупных, какую-то вот встречу с ними, чтобы как-то в одном направлении, может быть, велась работа по развитию именно, в общем, бегового процесса в стране, либо вы за то, чтобы здоровая конкуренция
Я, во-первых, за здоровую конкуренцию, но все-таки должна быть договоренность и должен быть единый календарный план, удобный для любителей, для спортсменов, которые будут участвовать в этом, чтобы у нас был единый календарный план. В принципе, единый календарный план уже в этом году есть, но COVID внес свои коррективы, понимание есть, но мы это должны сделать так, чтобы для участников, для любителей было более комфортно. Для президента Федерации легкой атлетики вас радует то, что происходит в любительской легкой атлетике? Ну, супер. Это не только меня радует, это мы о всем, что в Кыргызстане происходит, мы направляем информацию, фото, видеоматериалы, результаты этих соревнований в Международную федерацию. Это радует не только областной, но и Международную федерацию. Обсуждалось, что будет во время, вот, по-моему, Искульского марафона будет чемпионат Кыргызстана по марафону среди любителей, да, что будут любителям какие-то звания. Да, мы этот вопрос разрабатываем для того, чтобы стимулировать. Мы же сейчас ввели нормативную основу физического воспитания. Мы также хотим в рамках развития массовости, особенно в легкой атлетике, ввести стимулирующие факторы, да, чтобы присваивать звание для любителей. Они более облегченные, более легкие будут, чтобы у любителей тоже были мотивации заниматься и улучшать свои результаты. Этот норматив мы осенью ведем. Вот, уважаемый любитель, да. Если вас родственники ругают, что ты бегаешь, вот вам стимул, станьте чемпионом Кыргызстана. Не знаю, что будет, чемпионат мира среди любителей будет, потом немножко поговорим, потом чуть-чуть побегаем, потом да. Опять немножко поговорим, для того, чтобы было удобнее и как-то полегче слушать. Демек, Кудай буйрса, мына есен аман чыгып ушундай кайрадан кайра келдик стадионго. Бул жерде көп кемчиликтер бар дейм. Маратович, сейчас случился незапланированный прием общественного населения по вопросам физкультуры и спорта. Общественная приемная директора госагентства. А сейчас вам что да, просили у вас? Попросили провести уборку на стадионе и своевременно вывозить мусор со стадиона. Сейчас, если спортивный городок, что будет с этой ареной, какое будущее? Нужно ли вообще что-то тратить для того, чтобы здесь что-то реконструировать? Я думаю, нужно для столицы Казахстана один стадион. Одного стадиона не хватает, и при строительстве нового стадиона мы этот стадион постепенно будем реконструировать, проводить ремонт. Что касается спортивного городка, из 30 гектаров, предусмотренных профессиональным правительством, на сегодняшний день юридически оформлены и переданы госагентству 27 гектаров. Осталось 3 гектара оформить. Госстрой до коронавируса объявил тендер эскизного проекта. Что касается, вы затронули боксеров, да, то есть, насколько я понимаю, у нас где-то вот здесь вот есть зал на территории, во дворе у госагентства, так сказать, да, на территории Спартака. Что с ним, кому он принадлежит, какие у него будущие, вообще, когда там будет ремонт? Значит, данный зал, в том числе и здание нашего госагентства, находится в оперативном управлении управ делами президента и правительства. Что касается зала бокса, зал бокс передан мэрии города Бишкек на условиях того, что мэрия города Бишкек изыщет средства для того, чтобы отремонтировать и предоставить для городских боксеров данный зал. Но на протяжении 4 лет этот вопрос до сих пор не решен. И буквально я недавно обратился в управ делами президента. Они готовы рассмотреть, расторгнуть договор с мэрией, если они и дальше будут игнорировать взятые на себя обязательства и передать нам, то в таком случае мы на следующий год предусмотрим определенные средства для того, чтобы там тоже сделать ремонт и привлечь средства. В этой части, я думаю, мы с федерацией найдем общий язык, потому что тоже для нашей главной сборной Кыргызстана по боксу тоже нет места. Есть небольшой зал во дворце спорта имени Абдухалыкова, но там общая площадь небольшая. То есть зал может перейти в госагентство, да? Да. Но мэрия, насколько я уведомлен, мэрия готова тоже сделать, но уже на протяжении 4 лет
они не делают ремонт. Ну, не будет ли какого-то конфликта интересов, когда поднимется вопрос о том, что хотят забрать? Нет никакого конфликта интересов, нет. Тут во главу угла должны стоять интересы боксеров и создание условий для боксеров. Не имеет значения, боксеры это городские боксеры или члены сборной Кыргызстана. Самое главное, чтобы зал в полном объеме функционировал и созданы были условия для наших боксеров. Будем заканчивать темой Олимпиады все-таки. На год перенесли. Но для наших ведущих спортсменов, на ваш взгляд, все-таки перенос это плюс или минус? Я об этом уже говорил. Для наших спортсменов номер один, это Айсулу, Маслова и других спортсменов, которые подходили к пику формы, на которых мы планировали завоевать медали, и создали максимально хорошие условия. Все требования, все учебно-тренировочные процессы, фармакология, медицинское сопровождение было на очень хорошем уровне. Конечно, для них это, можно сказать, трагедия. Это чисто психологический удар для спортсмена. Целый год для спортсмена, особенно высшей категории, это очень большой срок. Но есть вторая сторона. Отдельные спортсмены, которые получили травмы, либо молодые спортсмены, которые еще не квалифицировались, для них есть возможность подойти в лучшей форме и получить лицензии на оставшихся квалификационных турнирах. Но, тем не менее, я очень сожалею, что Олимпиада не в этом году. Потому что я абсолютно уверен был и до сих пор уверен, что мы могли привести минимум 2-3 медали. Можете сказать, вот на каком сейчас уровне легкой атлетика и действительно ли можем ли мы в ближайшее время на мировом уровне на что-то рассчитывать? Я как президент могу утвердительно сказать, что легкая атлетика очень сильно продвинулась. Если наши марафонцы мирового класса из 2 часов выбегают 42 километра, это говорит о большой тенденции в мировом спорте. И та дистанция 42 километра, где наши спортсмены в основном квалифицируются, учитывая наши традиции, там конкуренция бешеная. Но несмотря на это, у Маслова есть великолепные возможности при хорошем течении обстоятельств попасть в лидеры. Но я как руководитель, все-таки мы с тренером разговаривали, спокойно Виктор Федорович, сейчас с Татьяной разговариваем, мы все-таки будем искать старты, где она будет квалифицироваться на 10 тысяч метров. Потому что именно на этой дистанции у нее есть наиболее хорошие шансы попасть в призеры Олимпийских игр. С ее скоростью, с ее выносливостью, с ее психологическим настроем на сегодняшний день она больше подходит на 10 тысяч. А к следующей Олимпиаде, возможно, можно и уже на 42 готовиться. 1000, 5000, 10 тысяч, нет ли, может быть, какой-то идеи собрать именно с этими организаторами, попробовать здесь в какой-то день, когда здесь не загружено, устроить чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике среди любителей именно. Просто посмотреть, кто из любителей, нас вот не допускать тех спортсменов, которые, ну, действительно профессионалы, да, просто любители. Вообще, имеет ли это какой-то смысл, может быть, собрать любителей? Имеет смысл, учитывая тенденцию, что очень много любителей, и каждый бы хотел бы на официальных стартах, да, посмотреть и почувствовать себя профессионалом среди любителей. Я эту идею поддерживаю, мы эту идею рассмотрим и внесем. У нас, в принципе, ежегодно проводятся такие соревнования, но только среди сотрудников госорганов. А теперь среди любителей легкой атлетики очень хорошая идея. Мы, в принципе, эти соревнования можем провести в рамках чемпионата республики среди профессионалов, да? Самый главный вопрос, на который сейчас интересует абсолютно всех, да, как вы думаете, все-таки? Ну, пока все-таки я смотрю на это с оптимизмом. В конце июня, начале июля мы уже можем потихоньку проводить на свежем воздухе спортивные мероприятия. Вот на вот таком позитивной ноте мы Канат Маратовича поблагодарим. Спасибо большое, Канат Маратович. Соблюдаем требования штаба и Минздрава. Вон там Канат Маратович уходит. Отлично поговорили, побегали. Ну, побегали так, в легком темпе, чтобы можно было разговаривать. В общем, обсудили много тем. Надеюсь, ответили на важные вопросы, которые в последнее время всплывали. Надеюсь, кто-то получит что-то полезное от этого. В общем, я очень устал, я хочу домой, я хочу спать. Завтра воскресенье, значит, мы завтра побежим лонгран в горы, в Ортосайские горки вместе с группой невероятных психов бега Азиабег, поэтому надо отдохнуть.
Завтра я буду снимать еще видео, но не знаю, когда оно выйдет. Так что, друзья, всем пока, всем бег. Бегайте, занимайтесь спортом. Но не забывайте, что бег вреден.